Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину и узнаем, как он переносит, как реагирует, когда вы молчите, когда вы не обращаете на него внимания, что с ним происходит, какие внутренние процессы в нем запускаются. Если тема актуальна, интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени, ну и задайте ему все свои вопросики. Настраивайтесь, мои хорошие, я пока подготовлю песок. Уберу назар, попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы входят моими руками, сейчас скрыто, так. Ну что, а нервы-то вы ему трепете своим молчанием. Ахахах. Знаете, девочки, вот этот мужчина, он либо сам по себе такой вот, типа обиделся, замолчал, либо он так себя раньше вел. Это как его было оружие, да? Его оружие. То есть он так наказывал тех, с кем он не хотел общаться, либо на кого он обижался. А вот когда он встретил такую же реакцию от вас, вот тут его накрыло. Причем накрыло его не по-детски. Значит, смотрите, ему хочется, чтобы вы реагировали по-другому. То есть, если вы на него обижаетесь, ему хотелось бы, чтобы вы на него кричали. Вот кричи на меня, обзывай меня. Дай мне повод зацепиться и раскрутить вот этот спор. Вот этого он хочет. Эмоций, страстей он хочет. Потому что переговорить этого человека невозможно. Вот он всегда вывернет так, что последнее слово останется за ним. Ну, есть у него такая особенность. Да? Он еще, кстати, этим и гордится, что ох, я могу. И да, он на этом и стоит, чтобы каждый раз последнее слово оставалось за ним. Вот так ему легче выигрывать противостояние, неважно, с вами либо с другим человеком. А вот с вами осечка. А вот вы раз закрылись, замолчали, отвернулась, на звонки не отвечаю, не подхожу, не реагирую. И все. А он не знает, что делать. Он не знает. У него, знаете, как начинает чесаться, язык чесаться. Вот. Он может, кстати, вас цеплять. Он может даже что-то, вы знаете, как закидывать вам там какие-то упреки, вызывать вас на этот словесный поединок, а вы раз и не реагируете. И ему, конечно же, становится очень и очень некомфортно. И даже вот прям страшно становится. Он начинает думать, с чем это связано. Вот знаете, его мужская логика. Если она молчит, значит ей все равно. А если ей все равно, значит она меня не любит, я ей безразличен, и все пропало. Что теперь мне делать? Как мне теперь поступать? Ой, пугаете вы его, ой, пугаете своим молчанием. Знаете, это хорошо. На самом деле это хорошо. Вот это стимул избегать конфликтных ситуаций. То есть он понимает, ага, конфликт, что за ним последует? Молчанка, тишина, холод, расстояние. И там неизвестно, чем это все закончится. А вдруг действительно разлюбила? А вдруг у нее кто-то там другой на горизонте появился? Это для него самое страшное наказание. Когда вы отвернулись, когда вы молчите и на него не реагируете. Это пытка. Причем пытка крайне, не знаю, жестокая. Да? Но это на его взгляд. Вот так он к этому и относится. Да. Он кому-то жаловаться ходит на вас и говорит, ну какая же она бессердечная, как же она со мной так поступает, ну что ж такое, ну вот что надо ей, да. Вот
Что за женщина? Другая там кричит, материт, я не знаю, там тряпкой, может быть, по жопе дает. А это нет. А это замолчала, отвернулась и живет своей жизнью. Причем ни в чем не нуждается, самостоятельная, независимая. Я думаю, она там слезы льет, а она с подругами общается, там в соцсетях сидит, чем-то занимается, куда-то ходит. Живет полноценной жизнью. Ну вот что это такое? Вот как ее понять? Я ей не нужен. Пить дать я ей не нужен. Вот что делать? Спрашивает он каких-то вот двух персон. А эти персоны вот так плечами пожимают и говорят, ну, сложно, конечно, сложно. Даже не знаем, что тебе посоветовать. Мы и раньше такого не слышали, не видели. Вот что сказать? Знаете, вот есть один человек в его окружении, вот двоих я вижу, но вот один есть, который ему всегда советует. Дурак, иди прощения проси, иди, пока не поздно, да, вот договаривайся, примиряйся и не теряй. Вот либо друг какой-то, может быть родственник, там, брат, отец, начальник, может быть также, да, человек о вас очень высокого мнения. То есть, может быть, вы и не знакомы, может так поверхностно знакомы, там друг друга видели, здрасте, до свидания. Но этот человек вас уважает и считает, что вы очень приличная, достойная женщина. И вот он его все время, знаете, как вот этого ребенка, да, говорит, не дури, не дури, очень хорошая женщина у тебя, ни в коем случае не допускай вот скандалов и рассорок между вами. Нельзя этого делать. Надо в любом случае сохранять и семью, и отношения, ну что у вас там между вами происходит. Вот есть один хороший человек, а второй какой-то балбес, честное слово. Тому лишь бы либо выпить, либо погулять, да? Или ему это даже в радость. Тот ему жал, значит, ваш ему жалуется, он говорит, а что, пойдем выпьем, пойдем там в бар посидим, либо там куда сходим, вот, и полечимся, да, полечим тоску. Вот так вот, девочки. Что я хочу вам сказать? Конечно, вы его крепко берете за причинное место, когда так поступаете, но не злоупотребляйте. Вот этим злоупотреблять ни в коем случае нельзя по одной простой причине. Ну, знаете, да, такую поговорку: свято место пусто не бывает. Ваш мужчина, он хоть и не Ален Делон, да, не Брэд Питт, или какие сейчас там красавцы есть, но тем не менее могут покушаться на вашего мужчину. Кто-то вот прям посматривает на него, скорее всего, ну вот больше похоже на женщину с работы, либо как знакомая женщина какая-то, да, где-то он с ней периодически пересекается. Вот он ей симпатичный, вот она его так присмотрела, приметила. Поэтому, мои хорошие, вы, если с ним конфликтуете, вы так по времени ограничиваете молчанку-то свою. Если видите, что он просится, да, на разговор, ну тогда разрешайте. Пусть он первый идет, он, в принципе, первый и пойдет. Вот, примиряйтесь, потому что, вот серьезно говорю, вышла вот какая-то, видите, каркуша. Может попытаться. Зачем вам это надо? Вам это не надо, нет. Мужчинку своего вы воспитаете, я это вижу. Так, девочки, не вижу у вас тут желание с ним расстаться. Наоборот, я вижу обиду на этого мужчину. Но вы понимаете, вот просто молча обижаться, ну он же не поймет, на что вы обиделись. Просто не поймет. У него свой взгляд на эту ситуацию, у вас свой. И если вы будете молчать, ну а как он поймет? Здесь нужно объяснять. Вот как маленькому ребенку. Слово в слово объяснять. Вот тут ты был неправ, вот так нельзя делать, так поступать не стоит. Да, вот все ему объясняйте. Это очень важно. То есть все ваши вот эти вот молчанки, споры, они должны быть поучительными для этого человека. Я вижу, что он напрягается, я вижу, что он за это переживает. Но сути он не улавливает, да, почему так она поступила. Вот невдомек, что вы обиделись. Вот сразу мысль идет: ой, а я ей не нужен, ой, она ко мне равнодушная. Понимаете? Вы же не этого хотите. Не это вы хотите до него донести. Не, ну я понимаю, что вы ему показываете, что я и сама справлюсь. Но с другой стороны, вы же не хотите с ним расставаться.
Здесь, девочки, тут не переборщите. Пусть это будет какое-нибудь изысканное наказание для вашего мужчины. И не повторяйте его там чаще, чем полгода. Да? Раз в полгода более-менее нормально выглядит. Так, что еще вам хочу сказать. У мужчины есть какая-то мысль. Вот смотрите, это связано с какими-то разговорами или даже с клятвами. Может быть, он хотел бы вам в чем-то поклясться, и чтобы вы дали взаимную клятву, там, не ссориться, там, не дурить понапрасну, да, договариваться, общаться полноценно. Вот он об этом думает. И знаете, девочки, еще скажу, он какую-то поездку готовит. Поездка, путешествие, какое-то очень прекрасное место, очень романтичное место. А может быть, у кого-то отыграется, что вы хотели уехать в отпуск, либо что-то увидеть, да, вы об этом мечтали, ему говорили. Но либо времени не было, либо по стоимости дороговато. Вот он об этом думает. Вот именно то, что происходит сейчас, он решил через эту поездку прокрутить, да, чтобы вы помирились, чтобы вы договорились. Обидчивый он у вас, обидчивый. Вы, кстати, более сговорчивая, а он обидчивый. Но вы его воспитываете. Девочки, вот вы его на несколько голов выше идете. Вот и по сознанию, и по развитию, по силе духа, по интеллекту даже, девочки, по интеллекту. Его это, кстати, обижает. Я вам даже больше скажу, но где-то вот 80% ваших споров, ваших ссор, это вот именно на базе разности интеллектов. То есть ему становится обидно, что вы умнее, он начинает там что-то доказывать, слово за слово, все поругались. И, кстати, да, он еще и мстительный у вас. Эта противность в нем присутствует. Но ничего, я вижу, что ваша дорога и ваши отношения, они продолжаются. Между вами любовь, она есть. Да, сейчас вы отвернулись, у каждого из вас своя правда, но чувство, его дорога ваша продолжается. Это не первая ваша ссора, не первые ваши разборки, они еще будут в вашей жизни. Ну, жизнь она такая штука, да, полоса черная, полоса белая. Если бы все было идеально, ну, это было бы пресно и наскучило бы, да, в один момент. А так, ну, какое-никакое, а все-таки развлечение, да, какой-то огонек. Он есть. Вы с ним помиритесь. Причем помиритесь, ну вот буквально тут, ну неделя дней 10. Вот точно в этот период вы с ним помиритесь. Это не через 10 дней, это в течение 10 дней. Вы помиритесь, причем вот какая у вас страстная тут примерялка идет. Тут и страсти, тут и какие-то подарочки, и денег он на вас потратит, и как-то себя прям даже проявит. Вот. А потом у вас идет поездка с ним. Поездка и какой-то, ну как клятвы, обряд, ритуал. Не знаю, что-то он такое думает, готовит. Думает, готовит. Ему это очень важно. Это для него будет как гарантия. Гарантия того, что вы не расстанетесь, того, что он вам не безразличный, что вы любите. Может быть, даже, как, знаете, ну вот есть такие там же шкулончики, да, когда там на 2 части они делятся, может такое что-то он вам подарит. Вот, как, знаете, как знак, да, пока ты это носишь, значит, любовь, она есть, и у нас с тобой все хорошо. Непростой человек, ну и вы тоже, знаете, дама с высокоразвитым интеллектом. Девочки, ну, честно, мужчины не любят умных женщин. Вот не любят. Редко, когда мужчина может, ну, скажем так, снисходительно к этому относиться. Вот если где-нибудь там в Америке, ну, в таких развитых странах, где есть равенство полов, вот там мужчины, да, они уважают за это, они любят, им такие женщины нравятся. Ну, как поколениями их так выращивали, да, они уже такие более мягенькие стали. А вот наши мужики, они не. Восточные тоже этого не принимают. Они прям, как, знаете, как вызов против них. Как это так, женщина умнее, чем я. Фу-фу-фу. А то, что у вас яйца настоящие, стальные, так вот этого не понимает. Другой бы радовался, боженьку бы благодарил, что такую сильную женщину встретил, умную. А этот нет, и такой прям
Что это? Нет, я умный. Я самый-самый умный, я самый лучший. Кстати, он у вас хвастунишка. Может быть, от этого идет. Любит вот себя показать, там, хвастануть чем-нибудь. Может, кстати, приукрашать так слегка, может, даже и не слегка себя. Девчонки, ну, воспитывайте. Я вижу, что вы не случайно встретились. У вас вот силы и упрямства гораздо больше, чем у него. Он против вас, ну вообще, да, вот прям такой вот ребятеночек маленький. А вы сильная, вы упрямая, вы умеете добиваться своих целей. Но здесь методы, знаете, как не только же его кнутом все время, да, вы же ему и пряник тоже показываете, чтобы он понимал, к чему стремиться надо. Он, кстати, у вас вкусненькое любит. Вот, так что вы его воспитываете, правильно воспитываете, не перегибайте палку, и все получится. Честно, вот я не знаю, надеюсь, что мужчины меня не смотрят. Я представляю, как им это все слышать, но я сейчас такую вещь скажу, только не падайте. Смотрите, вот козлик, видите, козлик такой рогатый. Вот он, козлик, да? Противный рогатый козлик. А на этом козлике сверху вы сидите. Девочки, вы его оседлаете. Это на будущее идет. Покорится вам этот козлик, станет ручным, станет вот прям таким ласковым. Ну, а вы вот в положении хозяйки, оседлаете вы его, добьетесь своего. Конечно, время пройдет, и сил очень много, и нервов потребуется. Ну, вы, девочки, справитесь. Я вижу, что вы его любите. Получится. И я вам тут советы дала. Пара, вот она ваша, да, то есть будущее у вас есть, все нормально, не переживайте. Как поссорились, так и помиритесь. То, что делаете, молодец, но не надо чистить, чтобы он, знаете, как лишнего там себе не надумал. Ну и, конечно же, чтобы на вас тут, извините, неприятности тоже не пошли. Что, видите, какая-то женщина тут крутится. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.